Для Дональда Трампа эти дебаты стали сложнейшим испытанием. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала видео 2005 года, в котором миллиардер-республиканец рассказывает телеведущему Билли Бушу, что и как, по его мнению, можно делать с женщинами. Я пытался ее... Она была замужем. Меня автоматически привлекают красивые. Я их просто начинаю целовать. Это как магнит. Просто целовать, даже не дожидаюсь. Когда ты звезда, они тебе это позволяют. Можно делать все, что захочешь. Сразу после публикации скандальных кадров миллиардер принял свои извинения женщинам Америки. Чтобы сгладить резко негативный эффект, даже собрал пресс-конференцию с участием женщин, в 90-х годах обвинявших тогдашнего президента Билла Клинтона в сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях. Разумеется, я не горжусь этими высказываниями, но если вы вспомните Билла Клинтона, все было гораздо хуже. У меня были слова, у него действия. Хиллари Клинтон, напротив, чувствовала себя уверенно и игнорировала нападки на своего мужа. В пятницу, помимо всего прочего, мы увидели и услышали, как Дональд отзывается о женщинах. Что он думает о женщинах, что он с ними делает. Он говорит, что это видео не показывает его таким, какой он есть. Но я думаю, что любому, кто это слышал, понятно, что именно такой он и есть. И мы видели это на протяжении всей кампании. Видели, как он оскорбляет женщин, видели, как он оценивает их внешность по шкале от 1 до 10, видели, как ставит женщин в неудобное положение в Твиттере и на телевидении. Республиканец не остался в долгу. Напомнил широкой аудитории скандал с частными почтовыми ящиками Хиллари. Но сказать, что нет ничего плохого в удалении 39 тысяч писем, вам должно быть стыдно за свой поступок. И это уже после того, как вы получили повестку от Конгресса США. Если бы вы сделали то же самое в частном секторе, вас бы посадили в тюрьму. Сразу после дебатов появился опрос общественного мнения. Согласно замерам аудитории телеканала CNN, большинство из которой составляли приверженцы демократов, однозначную победу одержала Хиллари Клинтон. Ее поддержали 57% телезрителей. За республиканца отдали свои голоса лишь 34%. Сергей Хиршфельд. Настоящее время.